Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, как вы изменились в его глазах. Какой он вас видел раньше, какой видит сейчас. Если тема интересна, пожалуйста, загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему и попросите его нам рассказать, что он думает о вас и как вы поменялись в его глазах. Я думаю, все уже настроились, мужчин своих позвали. Давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы Так, эмоции. Почему-то вы эмоционируете на мужчину. То ли вы на него обиделись, то ли какое-то поведение было. Прям эмоции посыпались с вашей стороны. Значит, мои хорошие, вот каким отношением было, да, вот какой вы были в его глазах. Это была яркая влюбленность, это была страсть, это было, просто вот вихрь такой, да, закрутился там страсти, эмоции, чувства, желания, да, вот всего много накрутилось. Вот он вас, честно говорю, да, серьезно не рассматривал, вот как для брака, для семьи. Просто очень симпатичная девушка, женщина, да, понравилась. Формы ваши очень понравились. Вот вы обладательница таких форм, размеров, да, вот как ему по вкусу. Честно, он вас как-то, простите за слово, да, буду говорить как вижу, как будто бы вот сзади, вид сзади вот его привлек к вам. Вот он посмотрел и говорит: о, вот это персик. И решил с вами познакомиться. Вот тут как бы вожделение, да. Вот девушка такая привлекательная, завлекательная. Вот для него это было вот как желание, да, желание. Но чем больше он вас узнавал, насколько вы глубокая, насколько вы серьезная, насколько вы умная, действительно умная. Вот он каждый раз вот как будто бы шокирован был. Вот действительно такой шок, да, вот насколько женщины могут быть умными. У него, кстати, до вас к женщинам было такое отношение вот потребительское, да, вот он был охотником. Знаете, как увидел, победил, переспал и пропал. Вот так вот он относился к женщинам. А с вами вот что-то пошло не так. Вы настолько сильно его заинтересовали, вот какие-то ваши речи, какие-то ваши интересы. Вот сам тон вашего голоса, ваша жизнь, да, вот как вы живете, справляетесь там с сложностями, трудностями. Вот замер просто в восхищении и говорит: нет, эта женщина очень необычна. Он, кстати, о вас говорит. Он говорит своим каким-то знакомым, друзьям, даже, может быть, родственникам, да, и говорит: она не такая, как все, она особенная женщина. Вы таких женщин не видали, вот поверьте мне. Я типа там знаток, да, я вам говорю, она уникальная. Вот так вот он к вам относится. А так вы поменялись в его глазах. Знаете, девочки, вот в какой-то момент вы ему что-то показали, да, характер свой показали, либо какая-то ситуация, либо между вами, либо с кем-то у вас произошла, а он как свидетель. Вот он видел, да, со стороны, видел, как вы умеете реагировать, как вы умеете собраться, сгруппироваться, как вы умеете постоять за себя, либо за тех, кого вы любите. Вот он устыдился, девочки. Он действительно устыдился, потому что он не настолько смелый и не настолько деятельный, как вы. Вы для него в сегодняшнем дне это образец для подражания. Конечно, ему хочется вас под себя немножечко прогнуть, чтобы вы
ну как нос не задирали, да, потому что, ну, слишком вы уж умная, уж слишком вы самостоятельная, такая независимая, гордая дама. Ему бы хотелось, чтобы вы больше к нему были привязаны. Он поэтому может вас как-то критиковать, какие-то ваши там, ну, изыскивать изъяны, не знаю, как-то вот так себя вести. Но на самом деле вот его заветная мечта — это к вам приблизиться, быть как вы, таким же сильным, таким же стойким, ничего, никого не бояться, идти к своим целям, идти к своим мечтам. И, кстати, да, у вас какая-то очень вера сильная, вы либо в себя верите, либо в высшие силы верите. То есть вот когда вы говорите о себе, либо о своих мечтах, либо о высших силах, вы какая-то одухотворенная становитесь. Вот как будто бы вот крылышки у вас вырастают. И вот эти моменты, они его действительно вот прям гипнотизируют. Он смотрит на вас и вот сам себя щипает. Он говорит: нет, так невозможно. Вот человеку лице меняется. Очень интересная вы женщина. Но, по крайней мере, вот то, что он о вас говорит. Так, что еще поменялось? До встречи с вами, ему не хотелось никаких семейных отношений. Может быть, даже у него были семейные отношения, но он полностью разочаровался, и для себя он всегда думал так, что я холостяк, такой заядлый холостяк, мне не нужны отношения, не хочу. Да, не хочу. Я хочу жить, развлекаться там направо и налево, там, с кровати в кровать прыгать. То есть вот такой у него был менталитет. Но вот вы его чем-то поразили, какой-то теплотой, какой-то добротой, каким-то вот отношением таким вот прям, знаете, сердечным, что ли, да, вот как-то вы к нему отнеслись. И он поплыл, и он сказал: я хочу так всегда. Я хочу, чтобы обо мне так заботились. И я не только хочу заботы, я хочу и сам проявлять вот такую заботу. Вот я теперь понял, для чего люди женятся, создают семьи. Да, я хочу этого тепла. Я хочу греться постоянно в этом тепле. То есть вот такая еще семейная, домашняя, может быть, вы умеете создавать какой-то особый уют, атмосферно у вас очень в доме. Там, где вы находитесь, да, вы собой украшаете и заряжаете пространство. Вы в его глазах сейчас просто, ну, святая женщина, честное слово. Несмотря на то, что он может даже как-то вас критиковать, либо к чему-то там цепляться, да, какое-то поведение у него иногда, ну, извините, но скажу как вижу, придурковатое, да, то есть не пойми, что на него находит, да, и почему он так себя ведет. Он, кстати, очень скрытный персонаж. Вы нет, вы открытая, вы что думаете, то и говорите. А он нет, он не такой. Он, прежде чем что-то сказать, очень долго так соображает, взвешивает все за и против. Не, ну, конечно, когда он злится, тут он уже себя мало контролирует, но там уже, извините, даже и слушать не хочется то, что он может сказать. Девочки, вы очень изменились. Ну, представьте, от пустой девушки развлечений, да, для развлечений, вы превратились просто в жрицу, таинственную, загадочную женщину. В ваших глазах вот прям целая вселенная. Он как под гипнозом находится. Вот такие у него чувства к вам. Вы одним взглядом умеете его смотивировать, либо пристыдить, либо в чем-то даже обвинить. Да? Вот как тебе не стыдно? И он такой раз: ой-ой-ой, попал, да? Надо теперь что-то делать. Знаете, я вам даже больше скажу. Вот с этим человеком, вот если вы будете дальше в отношениях продолжать, хотя я вижу, что у вас еще там путь целый прорисовался, вот вы всегда будете вот как расти в его глазах. Говорят же, нет предела совершенства. Вот так и он вас видит. Вот каждый раз он вас как заново открывает. Какие-то вот необычные грани вы себя ему показываете. Я понимаю, что вы тоже вот меняетесь, что вы развиваетесь. Вот он за вами не успевает. Поэтому идет вот такой шок и даже какое-то противоречие, да, вот. Вот он не понимает, да, вроде как бы вместе вы, например, определенный период времени,
Вот как меняются ваши мысли, как вы становитесь более, скажем так, продвинутой женщиной, да? А он понимает, а я не успеваю, как она это делает? Вот кто ей, кто в нее вот это все вкладывает, почему не вкладывают в меня? И знаете, девочки, вот еще скажу, придет тот день, придет то время, когда он с вами будет советоваться, ну просто по каждому вопросу. Вот приходите и говорить, вот такая ситуация, что мне делать, как мне поступить, вот как ребенок, вот дойдет до такого состояния, что полное доверие и вера в вас идет. Этот мужчинка ваш. Он ваш, и вашим он был и будет, девочки. И он от вас сознательно никогда не откажется. Ну и разве что вы его прогоните. Здесь, вот как знаете, прицепился он к вам, как пиявочка такая, да? Вот. Ну, пиявочка миленькая. Мои хорошие, удивляйте его дальше. Ведь вот в этом удивлении кроется секрет вашей любви, секрет вот этого бесконечного притяжения, бесконечного интереса вами. Это очень классные отношения. У вас с этим человеком еще в будущем много приятных моментов ждет. Вы помогите ему развиться, вы помогите ему поменяться. Он сам не попросит, он стесняется этого, но в глубине души он об этом просто вот мечтает, что да, она меня научит, да, она меня к себе подтянет, хотя бы к себе, да, пусть даже не на одну ступенечку, но где-то рядом. Я хочу, как она. Очень ему импонирует то, как вы живете. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.